Внутреннее убранство юрты – удивительный мир орнамента. Здесь каждый предмет и его элементы имеют свое предназначение. Наряду с настенными напольными коврами юрту украшает множество тканых лент. Красочные узорные ленты со свисающими разноцветными кистями бросаются в глаза каждому входящему в юрту. Уникальный орнамент, выполненный на каждой из них, имеет свой особый сакральный смысл. Узорные тканые ленты – необходимый составляющий элемент юрты. Без них жилище будет не только недостаточно красиво, но и неустойчиво и некрепко. Без них просто невозможно поставить юрту. Каждая лента имеет свое собственное место крепления и свое название. С их помощью собирается и скрепляется вся конструкция. Узорные ленты очень яркие, украшенные разнообразным орнаментом. В каждую вложен труд и фантазия мастерицы. Самые широкие называются баскур, буквально главная – головная. Баскуром стягивали с основания купольных жердей лук, что придавало прочность деревянной конструкции. Длина ее зависит от величины жилища и равняется длине окружности юрты, достигая свыше 10-15 метров. Ширина от 30 до 40 сантиметров. От остальных эту ленту отличает не только ее важное функциональное назначение, но и богатая орнаментика. Очень важны и узкие ленты бау. Самая узкая – лук-бау, ее еще называют избе-бау. Она скрепляет между собой купольные жерди и луки, пестрой змейкой переплетаясь между ними. Для укрепления шанрака используют специальные ленты жель-бау. Жель в переводе с казахского означает ветер. Эти ленты придают прочность и устойчивость верхней конструкции юрты, не позволяя ей раскачиваться в ветреную погоду. Так как они на самом виду, обязательно украшаются пышными кистями, что придает им необыкновенно нарядный и торжественный вид. Обычно они бывают ворсового качества. Почетное место в юрте тур украшается переплетением из 6-8 самых красивых узорных лент. Кроме перечисленных лент в юрте имеются шашах-бау – узкие узорные ленты с длинными кисточками на концах. Они украшают свод купола юрты, но кроме этого их также можно использовать при сильном ветре для дополнительного укрепления. Невозможно без лент собрать и войлочное покрытие юрт, каждая часть которого имеет особые ленты со своим названием и назначением. В купольном покрытии юрты каждое войлочное полотно имеет по 3 пары узорных лент, при помощи которых оно прикрепляется к каркасу. Верхняя – бас-бау, в середине – орта-бау, на нижних концах – аяк-бау. Боковые поверхности юрты тоже покрываются полотнами. Они имеют по 2 пары лент, которые называются туорлык-бау. С внешней стороны поверх шнура, стягивающего юрту по окружности, накладывалась широкая узорная лента с бахромой и кистями – бельдеу-бау, поясная. Эти ленты образовывали на фасаде юрты красивое переплетение. Изготавливались ленты на небольшом ткацком станке орме. В длинные летние дни на живописных высокогорных пастбищах Джайляу женщины приступали к таинству ткачества. И каждый раз умелые руки мастерицы, быстро перебирающие нити, вплетают в узор ленты самые сокровенные пожелания и благословения. Рисунок на лентах разнообразный, зависел от фантазии и умения каждой мастерицы. Цветовая гамма включала все краски природы, все оттенки степи. Каждый орнамент неповторим, каждый узор на лентах что-то символизирует. Орнамент на тканых изделиях преимущественно геометрический. Здесь с какой-то торжественностью музыки переплетаются, соединяясь и взаимопроникая различные знаки. Треугольники, ромбы, круги, квадраты, волнистые и ломаные линии, скрывая в себе глубокий смысл символов понятий и отношений к миру. Треугольники обозначают женское начало, а соединенные 2 треугольника, образующие ромб, являются символами плодородия. Многочисленные треугольники и ромбы, вытканные на лентах, не что иное, как пожелание потомства и продления рода. Волнистые или ломаные линии обозначают воду, символы жизни. Круги – бесконечность мира, Вселенной. Многие геометрические фигуры передают изооморфные мотивы. Ромб в ромбе – ботагос, глаз верблюжонка, отдельный зигзаг – ботамуин, шея верблюжонка. А некоторые сложные скрещения треугольников и квадратов обозначают небесные светила – солнце, луну, звезды. Все зооморфные роговидные элементы имеют сакральное значение достатка, богатства. Изготавливая ленту для убранства юрты, каждая женщина-мастерица
кодировала орнаментом сокровенный смысл, закладывая в изделие определенную программу на достаток, благополучие, на долгую и счастливую жизнь.